Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху. Сегодняшняя наша лекция, она будет касаться таких качеств, как сабр и шукр, да? Ну, даже понятно, это терпение и выражение благодарности. Потому что эти две темы или два качества, они взаимосвязаны, и одно исходит из другого. Сабр, терпение, и выражение благодарности или благодарения Всевышнему Аллаху. Вот. Начну с того, что в Коране Аллах Субхану ва Тааля более 70 раз, в 70 аятах, более 70 аятов употребляет именно слово сабр, да? Именно со значением терпения. И обещая тем, кто проявляет терпение, либо двойную награду, либо награду бесчисленную. На это есть пример, где Аллах Субхану ва Тааля в суре Кисас, в 54-м аяте, обращаясь к верующим, как бы говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, улайка ютауна аджрахум марратейни бима сабару. То есть они получат свою награду, да, в двойном размере за то, что они были терпеливыми. То есть этот аят касается непосредственно представителей Ахлюль Китаб, которые приняли ислам. И есть другой аят, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннама юваффа сабирина аджрахум бигайри хисаб». Да? То есть поистине терпеливым, то есть те, кто терпят ради довольства Аллаха Субхану ва Тааля, будет для них дана награда без счета, то есть неизвестное число, которое знает только Аллах Субхану ва Тааля, как вознаграждение за то, что верующие уповали на Аллаха и ради Его довольства они проявляли терпение, то есть сабр, да? Проявляли сабр. И также, вот, например, если мы посмотрим суратуль Аср, да, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валь аср», клянусь аср, временем, да, или дахр переводится, временем. «Инналь инсана ляфи хуср», поистине человек находится в убытке. Вот кроме тех, которые уверовали, которые творят благое, да, и те, которые ватавасау биль хакки, ватавасау бис собр, те, которые заповедуют друг другу, напоминают, показывают пример друг для друга, между собой заповедуют истину и именно терпение. Поэтому терпение является очень важным столпом в самой вере. Да? Если мы помните ранее, когда говорили что такое ислам, да, то одно из проявлений ислама, наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: хуснуль хулюк, то есть хороший, добрый нрав, да? То, что касается имана именно, веры, да, то также наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: аль-иману нисфуль сабр, да? Нисфу сабр, иман, да? То есть что такое иман? Половина имана – это есть половина имана, это сабр. Вот. И также в суратуль Анфаль, в 46-м аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Васбиру, инна Аллаха ма сабирин». То есть проявляйте терпение. Поистине Аллах с теми, кто проявляет терпение, с терпеливыми. То есть здесь такой момент, мы потом возвратимся, я объясню, почему Аллах вместе с теми, кто проявляет терпение. И здесь важно очень остановиться на толковании аята, 155-го аята в сура Аль-Бакара, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Валянаблюваннакум бишейи миналь хауфи, валь-джу'i, وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ». Да? Как это переводится? То есть «ва» переводится как клятва, да? То есть «я, Аллах, клянусь», да? Что мы непременно будем испытывать вас, всех людей, верующих в том числе,
Это не значит, что если принял ислам, то значит не будет подвергаться испытаниям. Нет, все мы проходим испытания. Мы испытаем вас кое-чем из страха, голода, потери имущества, а также потери близких вам людей. То есть смертью близких. И плодов также. Но, смотрите, обрадуй терпеливых наградой в обеих мирах, да? Обрадуй терпеливых, что за эти испытания, а то, как человек проходит испытания, как он воспринимает испытания, проявляет сабр или все-таки проявляет на языке недовольство перед Аллахом Субхану ва Тааля, в сердце и на языке отражаясь. Обрадуй терпеливых, то есть награда это будет в обеих мирах. И так Аллах Субхану ва Тааля создал, что эта жизнь, это, как мы говорим, сунна Аллаха. Сунна Аллаха – это законы Аллаха, которые Он установил на этой земле. Что на этой земле мы проходим временное испытание. То есть эта жизнь наша дана нам как испытание всего лишь и для нас, и для джиннов в этой жизни. И на это указывает, допустим, суратуль Мульк, аят, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллади халакаль маута валь хаята», тот, который создал смерть и жизнь, «Лияблювакум айюкум ахсану амаля», да? Который создал смерть и жизнь только для того, чтобы испытать вас, кто из вас будет лучше по деяниям. Кто на этой земле среди нас будет самым наилучшим по деяниям. А самый лучший из нас – богобоязненный перед Аллахом Субхану ва Тааля. И поэтому я до этого приводил хадис, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ас-сабру нисфул иман». То есть сабр, проявление терпения, является половина имана, половина веры. И также есть хадис, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть хадис, где суиля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, аниль иман. Нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, что такое иман. На что он сказал: «Факаля сабру вас самаха», то есть терпение и прощение, раз. Во втором варианте хадиса, где он говорит: «Каля сабру ва шукр», то есть это терпение и благодарность, выражение благодарности, да, Аллаху Субхану ва Тааля. Я хочу привести пример, что мы все в этой жизни проходим определенные испытания, любой из нас. И если испытаний нету, то это наоборот причина задуматься, причина наоборот как бы волнения, заволноваться, почему так происходит. И в этой жизни мы иногда теряем близких людей. И верующий проявляет свой иман при потере, при испытании, когда приходит баля. Баля – это бале, да, как бы испытание. Он проявляет терпение, верующий. Но бывает, когда слабый иман, или незнание, или невежество, да, когда люди, допустим, теряя близких своих, они проявляют, наоборот, непокорность, да, то есть возмущение именно Аллаха Субхану ва Тааля на языке. Вот. И, конечно, сабр, он привязан к шукру. Сабр и шукр – это взаимосвязанные признаки или вещи, да, качества. Проявление терпения и выражение благодарности Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что верующий мусульманин, он доволен тем, что у него есть сейчас, вот сейчас, сегодня, да, при нас. Он доволен тем, что ему дал Аллах Субхану ва Тааля. И он проявляет это довольство словами благодарности, шукр, да, вот. То есть, когда он говорит, восславляет Аллах Субхану ва Тааля, да. То есть, в любом случае и в любых положениях. Плохо ли это или хорошо, когда хорошо, допустим, он восхваляет Аллаха Субхану ва Тааля, говорит шукр, когда тяжело, он проявляет сабр, и это тоже шукр. Когда вы проявляете сабр,
Это вы то же самое проявляете как шукр, да? И поэтому, когда мы теряем близких, мы обычно друг другу говорим «Арты хайрлу болсун» или «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Поистине, все мы принадлежим Аллаху Субхану ва Тааля, и к Нему наше возвращение, да? То есть мы полностью принимаем все, что случилось, что свыше Аллаха Тааля, что предписано. И поэтому испытание, оно относится, конечно, в данном аяте, который я привел, испытание относится не к одному человеку только. Этот аят охватывает как и одного человека, каждого из нас. То есть, что испытание Аллах Та'аля будет испытывать каждого из нас, да? Но помимо этого, аят охватывает и все общество, весь народ. То есть, что испытания могут приходить и для всего общества одновременно, или для всей страны, допустим, да? Вот. То есть, испытывая как бы по различным причинам. Причины бывают разные. Причины бывают разные испытаний. Бывает испытание, но одновременно внутри испытания это исправление, либо наказание. Чтобы человек исправился, да? Чтобы общество исправилось, допустим. Вот. И проявление сабр является очень важной составляющей прямого пути. Потому что в аяте говорится о том, что они на прямом пути, да? В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уляйка алейхим салавату мин роббихим ва рахмату ва уляйка хумуль мухтадун». То есть над ними благословение Аллаха Субхану ва Тааля за то, что они терпели, и также благословение и милосердие Аллаха Субхану ва Тааля, и они те, которые находятся на прямом пути. То есть сабр, проявление сабра, да, терпение, является также ключом к прямому пути, на пути Аллаха Субхану ва Тааля. И одно из качеств Аллаха Субхану ва Тааля ас-сабур, да, то есть терпеливый. Несмотря на наши грехи, многочисленность грехов, сколько, посмотрите, в человечество за всю свою историю, сколько войн, сколько зульма человек приносит друг другу, человеку, сколько пролития невинной крови. Человек делает зульм животным, себе похожим, другим людям, уничтожает целые народы, цивилизации, да? Но Аллах Субхану ва Тааля ас-сабур, то есть его качество терпеливы, и он хочет, чтобы мы научились этому качеству, чтобы мы были из числа тех, которые проявляют терпение, когда проходит испытание, да? Вот. Если ислам, допустим, как я уже говорил, это хуснуль хулюк, то иман, основа, или, как сказать, одна из главных столпов имана, качеств, это проявление терпения, потому что это связано с шукром, проявление благодарства, когда человек благодарен Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Я приведу хадис, где рассказывается, как «Дахаля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям аляль ансар факаля аму'минуна антум». Когда наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям зашел к ансарам и сказал: «Вы уверовавшие, то есть вы те, которые уверовали, фасакату», то есть они, ансары, они молчали. Факаля Омар, ради Аллаху анху, Омар ибн Хаттаб сказал: «Наам, я Расулуллах». Да, Расулуллах, мы из числа уверовавших, мусульман. И он сказал: «Факаля, ма алямату иманукум». Какой признак или символ вашей веры? Какой признаки, какие ваши веры? На что они ответили: «Калю нашкуру аля раджа». То есть мы благодарим Аллах Субхану ва Тааля за данные блага нам. То, что нам Аллах Субхану ва Тааля дает из рызка, да, предписанного, мы благодарим Его. Ва насбиру аляль баля. И мы проявляем терпение в беде. Когда приходит беда, мы проявляем терпение, сабр, да? Ва нарда биль када. И мы проявляем довольство
предписанным нам. То, что нам каза. Када валь кадар, да? То, что нам предписано, мы этим довольны. Вот. Поэтому терпение есть два вида. Первое терпение, это и непосредственно, о котором мы сейчас говорили, это терпение в испытании. Когда на человеку приходит беда, приходит испытание, и человек проявляет терпение перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Второй вид терпения и в том, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Потому что Аллах Субхану ва Тааля создал нас с животным началом. То есть создал, и у нас есть нафс, эго, есть инстинкт, да? И поэтому проявление сабра, когда мы сдерживаем свой нафс, мы сабр проявляем, или гнев. Когда мы сдерживаем гнев, мы говорят же, поэтому проявляй сабр, будь сабр, да? Сабр-дубол, да, например. То есть держи себя, прояви терпение. Гнев, злость, допустим, да, другие и так далее, все это от нафса, да, идет. И когда мы сдерживаем себя, то проявляем, естественно, терпение. И терпение, ас-сабр, является качеством только, которое присуще человеку. Когда человек ради довольства Аллаха Субхану ва Тааля идет на то, что он подавляет свои определенные чувства, животные определенные начала, и ставит под контроль разум, и проявляет, и само вот это вот проявление терпения, оно присуще только человеку, не ангелам и не животным. Потому что ангелы, они не имеют нафса, то есть они не имеют свободу действий и не имеют выбора. А животные, потому что они не имеют сознания, не имеют, как говорится, и полностью ихние все, как говорится, животные подчинены своим инстинктам. Они живут согласно инстинкту, то, что в них вложено уже. И поэтому я хочу привести пример, когда, допустим, человек, проявляющий терпение, то есть он с контролем своего разума и веры, своего имана, он подавляет свой нафс и контролирует себя, да? То есть он проявляет при этом терпение, да, от животных страстей. А шахва на арабском переводится как животная страсть, да? Определенная страсть. Он ее держит, его сдерживает стыдливость, иман, да? Сдерживает. И, допустим, человек, который не проявляет никакого терпения, то есть если у него слабый иман, у него слабый сабр, терпение, да, то он полностью опускается на уровень животного в плане того, что он следует за своими животными началами, за животными страстями, за животными инстинктами, да? То есть инстинкты начинают уже полностью управлять самим человеком. Вот. Поэтому вопрос, вот как выработать сабр, некоторые спрашивают, как выработать сабр, терпение. Ну, естественно, каждый год мы держим орозо, пост во время священного месяца Рамадан. То есть почему? Потому что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, указывая на это, ас-сауму нисфу сабр. То есть пост является половиной терпения. То есть когда мы держим пост, у нас вырабатывается терпение. Что во время поста происходит? Во время поста мы воздерживаем себя в дневное время суток от питья и еды. А стремление пить, есть, это есть нас животный инстинкт самосохранения. Мы его сдерживаем, свое желание попить, поесть. Или, допустим, других какие-то моменты, да? Вот. И поэтому здесь начинается, как говорится, первый шаг к тому, что мы начинаем себя, как говорится, контролировать, начинаем контролировать, самое главное, свой нафс. То есть мы начинаем проявлять сабр в каких-то ситуациях. Поэтому человек, когда, допустим, имеющий сабр, в каких-то ситуациях он молчит, он не ввязывается в конфликты, да? Он контролирует себя, но когда проходит ситуация, он говорит: «Альхамдулилля,
слава Аллаху, что я держал себя в руках. Хорошо, что я не сказал что-то. Хорошо, что я не сделал что-то, да? Потому что ас-сабру джамиль, то есть сабр – это есть красота человека в терпении, когда человек, он сдерживает себя. Сильный человек является не тот, кто имеет силу, а тот, кто имеет силу воли. Подавить свой гнев, свой язык, допустим, да, сдержать, свои руки держать, контролировать себя. Также есть, конечно, виды терпения. В чем они проявляются, да? Вот. Есть такое понятие, как навазиль. Навазиль или кариса. Кырсык, кыргызча, да? Когда человеку приходит испытание, на его голову сваливается беда, несчастье, кырсык, то есть тяжелые лишения, непосредственно несчастье, да, мусыба, то это первое, да, проявление терпения в трудности, когда приходит беда, лично к человеку, да, определенная беда. То есть этот вид называется ас-сабр филь басаа, да, филь мусиба, то есть проявление сабра, когда приходит беда. Вторая – это проявление сабра, когда фид дара. Дара – это факр, то есть это бедность. Когда человек находится в бедности, и эта бедность не заканчивается. Он работает, он прилагает усилия, да, но он просто не может вырваться, да, он трудно жить, и он живет в этом, да, но он при этом проявляет сабр, не богохульствуя на Аллах Субхану ва Тааля. То есть он проявляет сабр и доволен тем, что у него есть на тот момент. Третий вид – это вахина бааси, то есть это в войнах, катастрофах, когда касается непосредственно целого народа, целого общества, когда приходит беда для всего общества, то здесь Аллах Субхану ва Тааля говорит про тех, кто проявляет сабр вот в трех положениях. Он говорит: «Уляйка лазина садаку, ва уляйка гумуль муттакун». То есть они те, которые являются настоящими правдивцами. То есть ихняя вера не на языке. На самом деле ихняя вера значит в сердце. Они правдивцы. То, что они говорят, я верующий. Они правдивцы. Когда они проявляют терпение вот в тяжелых испытаниях. И они те, которые на самом деле богобоязненные. Потому что богобоязненность, суть, можно сказать, искренней веры, не настоящей веры, не та, которая просто на языке, да, когда мы говорим «Альхамдулля», «Машалла», «Иншалла» там, и так далее, во внешней атрибутике нет. А вера настоящая, она проявляется, вот отсюда начинается вера и иман, искренность, и подтверждается языком, да, вот. И проявляется, подтверждается на языке и подтверждается делами. Я имею в виду именно непосредственно, когда человек проходит испытания и проявляет терпение. То есть проявление терпения, сабр, да, в испытаниях, в нужде, в бедности, допустим, в болезни, так как тот, кто, например, проходит определенные испытания, он нуждается в терпении, то есть испытывая как бы физическую или духовную боль, или отсутствие, допустим, денег, да, допустим. То есть человек, он в испытании как бы он страдает. И когда, например, не может позволить себе поесть то, что ему, допустим, хочется, или накормить детей, купить детям то, что дети хотят, да, то человек испытывает страдания духовные, правильно? И он также, допустим, страдает, когда думает о своем будущем или о своих детях, что у него нет возможности обучить их, одеть, допустим, да. И только верующие, именно те, у которых сильна вера, именно искренняя вера, обладание именно искренней веры, глубокой веры, они проявляют терпение, надежду на вознаграждение Аллаха Субхану ва Тааля и делают таваккуль, то есть полагаются на Аллаха Субхану ва Тааля. Конечно, при этом они
должны проявлять усердие, да? То есть не так сидеть, сложа руки, не работая и говорить «я бедный». То есть ждать, когда Аллах Субхану ва Тааля с небес спустит все. Такого не будет. То есть человек должен проявлять джухд, да? То есть работать, стараться. Да? Но даже бывает те, кто стараются, но не сразу это приходит. Или не приходит определенное время. Да? Потому что это все предписано, часть предписана, да? Как рызк. То есть они полагаются на Аллах Субхану ва Тааля. А также, допустим, с болезнью. Потому что любая болезнь, особенно если это болезнь, допустим, затяжная, или, допустим, болезнь неизлечимая, и это является сильнейшим испытанием для человека. Особенно также для самого больного, а также испытание, насколько близкие этого человека, да, будут терпеливы к больному. Это все испытание. То есть испытывается не только больной сам человек болезнью, но испытываются все его ближайшие родственники, дети, супруга, муж, отец, допустим. Потому что есть примеры хорошие и есть отрицательные примеры. Хорошие примеры, когда кто-то болеет, он проявляет терпение, сабр, да? Он возлагает надежду на Аллаха Субхану ва Тааля. Он не богохульствует, он не клеймит, не выражает, допустим, недовольство Всевышним. Он проявляет надежду и полагается на Аллаха Субхану ва Тааля. Ему трудно, да? Но через это именно происходит благословение этого человека. И также родственники, кто заботится, помогает, да, следит за больным, то в этом есть испытание для родных. Насколько они проявят милосердие, насколько они верующие. И есть обратные примеры. Обратные примеры, когда человек болеет и, допустим, теряет надежду. Или из-за боли невыносимой и так далее он начинает клеймить или, допустим, порицать. Или даже некоторые проклинают Аллаха Субхану ва Тааля, да, выражают недовольство словами, да, но болезнь не уходит все равно. Только прибавляется грех. И также есть те, которые не близкие, дети, родители даже есть, которые оставляют своих больных детей, или дети оставляют своих больных родителей. То есть это все испытания. И в исламе, конечно, говоря вот о болезни, запрещается желание самому себе смерти. То есть таманни аль-маута, аль-аль-маут. Таманни аль-аль-маут харам. То есть запрещается желать себе смерти. То есть делать, допустим, дуа самому себе или действие на смерть, допустим, да? Вот. Пример в трудной ситуации, вот когда бывает беда, кырсык, да, когда приходит болезнь или смерть близкого, самое тяжелое это потеря близкого и особенно потеря, допустим, детей, когда родители хоронят своих детей. Это очень тяжело. Это сильнейшее испытание. И, как я уже говорил до этого, в это время нужно проявлять максимум сабр, терпения. Потому что, возможно, из-за слабости веры, или, как я уже, нехватки, может быть, знаний, или отчаяния, да, или потери даже надежды, некоторые, теряющие близких своих, они начинают желать самому себе смерти. Некоторые настолько сильный стресс, настолько сильные испытания, что они как бы молят Аллаха Субхану ва Тааля, взывают о смерти, чтобы Аллах Та'аля забрал их к себе, да. Такие ситуации очень много, бывают такие ситуации, да. Или на языке проявляют определенное недовольство Аллаха Субхану ва Тааля. Почему Аллах Субхану ва Тааля несправедлив? Почему Он забрал детей, ребенка, или забрал хорошего человека, или в молодости забрал человека, да? Примерно так. И это в основном делается из-за незнания, нехватки знаний или слабости имана. Но в нашей вере, мы когда говорим об исламе, самое главное это отношение када валь кадар, да? Что смерть, она предписана. Это аджаль. Да? Когда приходит аджал, никто не может его ни отсрочить, ни убыстрить, ни на секунду.
Он приходит в любое время. И Аллах Субхану ва Тааля, как предписал, говорит о том, что в Коране, что Он забирает, кого хочет, да, в молодости, в младенчестве, и когда приходит старость человек, в разных ситуациях, Аллах Та'ала забирает. Все, пришел аджал, предписанное. И особенно, конечно, надо проявлять внимание к подросткам, у которых не хватает знаний, у которых очень много, как говорится, адреналина, очень максимализма много, да, вот, которые как бы видят мир в белых тонах больше всего, да, или через розовые очки. И когда сталкиваются с проблемами, даже мелкие проблемы, в глазах молодежи они могут вырастать до огромных нерешенных проблем. Допустим, какие-то обиды в классе или получение двоек, допустим, да, когда он боится родителей, разочаровать родителей, да, или другие какие-то моменты, или семейные какие-то ссоры, скандалы, да, которые могут подтолкнуть к необдуманным поступкам, да, я имею в виду даже к суициду. Поэтому терпение, ас-сабр, оно означает также уверенность в том, что обязательно за тяжестью, за испытаниями, обязательно за двойками в школе, это все ерунда. Придет обязательно и пятерки, как говорится, и радость и так далее. Поэтому самое главное, надо понимать, что это жизнь испытания. Если испытание, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Лияблювакум айюкум ахсану амаля», для того, чтобы испытать вас на земле, кто из вас лучше деяниями. И поэтому испытание, оно предполагает тяжесть, кырсыктар, да, кырсык, и легкость, облегчение, счастье. Трудность, легкость, трудность, легкость. И из этого состоит наша жизнь. По сути дела, это как зебра, да? Белая, черная полоса, белая, черная полоса. И именно испытать, как мы себя поведем в беде и в радости. Будем ли мы в беде проявлять сабр, а в радости говорить шукр Аллаху Субхану ва Тааля. И поэтому это очень важно понимать. И когда мы говорим с молодежью, мы должны обязательно говорить, что это все мелкие проблемы, это жизнь. Все мы получаем двойки, все мы имеем определенные проблемы в семье, да, на работе. Все решаемо, все это проходит время. Проходит время, это все забудется, это будет смотреться как, особенно у молодежи, пройдет время, это будет смотреться как мелкая проблема, или даже не проблема, а просто неурядица, как говорится. И поэтому это важно принять. Важно понять это и принять это испытание. И полностью положиться на Аллаха Субхану ва Тааля. В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Вауфаввиду», да, как раб Аллаха должен обращаться. «Вауфаввиду амри иля Аллах, инна Аллаха басирум бил ибад». Я полностью возлагаю мое дело, самого себя, на Аллаха Субхану ва Тааля. Поистине Аллах, видящий своих рабов. И поэтому, потому что вера в Аллаха Субхану ва Тааля – это есть надежда, это есть полагание на Аллаха Субхану ва Тааля, таваккуль, и это есть сабр, проявление сабра, да, и якин, уверенность в том, что Аллах Субхану ва Тааля облегчит, что это временное испытание, да, или это делается, в нем есть мудрость. В любом испытании есть мудрость к лучшему, вот. И ас-сабр очень важен в том плане, вот еще раз скажу, в Коране, в суратуль Фаджр, 27-28 аят, Аллах Субхану ва Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, я айятухаль нафсу мутмаинна рджи'и иля роббика радиям мардия, да? То есть, о душа, обретшая, которая обрела покой, вернись к своему Господу довольной и снискавшей довольство перед Аллахом Субхану ва Тааля. То есть сабр и шукр, они проявляются, проявление довольства предписанным Аллаху Субхану ва Тааля, да? То есть испытаниями, которые предписаны. И поэтому проявление терпения, оно начинается с малого. Допустим, ля тагдаб, наш пророк, саллаху алейхи вассалам, сказал,
Другая часть ислама – это ля тагдаб, то есть не гневись, проявляй терпение. И так как вот многие проблемы у нас чаще всего возникают, когда у нас отсутствует сабр, терпение. Это мы когда не следим за языком. Из-за этого бывает, когда в семье начинается спор, переходит в ссору, и когда мужчина и женщина начинают говорить, да, то есть не проявлять сабр. И откуда появляются сегодняшние проблемы в семьях, а именно распад семей. Когда муж в гневе произносит трехразовый талак сразу. Или когда женщина, наоборот, говорит, если ты мужчина, скажи мне талак 3 раза. Мужчина гневается, потому что его задевает слово «если ты мужчина». И после этого мужчина, он произносит, муж произносит трехразовый талак. Да? Это большая проблема сегодня современного общества. В словах или на дорогах. Это культура вождения. Когда мы за рулем не проявляем сабр, мы не пропускаем другим, не даем дорогу. Мы гневаемся, когда кто-то подрезал нас, и гнев этот не просто внутри, он выходит на язык. Проклятие, да? Из-за этого драки на дорогах, да? И так далее. Очень много проблем именно это от гнева. И, как я уже сказал, в Коране Аллах Субхану ва Тааля в суре Мухаммад в 23-м аяте, бисмилляхи рахману рахим, говорит: «Валя тубтилю а'малякум» и не аннулируйте свои благие дела. Потому что гнев, когда отсутствие сабра, гнев, человек, когда не следит за языком или за действиями, он аннулирует, бывает, языком свои дела. Много очень таких моментов, которые, не могу это описывать, которые касаются непосредственно, допустим, кто-то кому-то помог, потом при ссоре он говорит: я тебе вот помог и так далее. Вот он аннулировал свое дело, которое он сделал хорошего ради довольства Аллаха для помощи какого-то человека, да? Понимаете? Поэтому здесь очень надо быть осторожным. Поэтому что такое проявление хорошего характера, да, или хорошего нрава? Помните, я говорил хадис, где наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Силь ман катаака, ва а'ти ман харамака, ва аффи амман залямака». То есть примиряй того, кто тебя разъединил между тобой и кем-то. Примиряй его, если случится что-то. Давай тому, кто у тебя забрал. И будь справедливым к тому, прощай того, кто был несправедлив к тебе. Это очень-очень важная черта, которая должна была быть и должна быть у верующих. Именно вот это вот милосердие, мягкость сердца, доброта. Она очень сегодня не хватает нам в обществе для того, чтобы разорвать круг мести. Потому что, посмотрите, даже если мы смотрим, в обществе очень много мести, мелкой мести. Кто приходит, сажает того, кто сажал того. Этот и так далее. Это все по кругу идет, да, друг друга. Вот так, круг. Этот порочный круг надо разорвать. Разорвать путем, что кто-то должен простить. Даже если ему сделали зульм. Кто-то должен, допустим, если сосед вас обидел, и вы не общаетесь, то сделайте первый шаг, даже если он виноват, да? Это все зачтется, потому что эта жизнь короткая, а жизнь после смерти, а там только начало. И там нас ждет судный день. И поэтому, наоборот, старайтесь больше делать первыми шаги, первый шаг, да? Вот. В проявлении терпения, в проявлении прощения, в проявлении шукра, да, и так далее. И вот говоря о втором качестве, шукр, то есть выражение благодарности. Одно из качеств, второе качество Аллаха Субхану ва Тааля, помимо ас-сабур, аш-шукур, да, шукур, аш-шукур, то есть тот, кто благодарит. Если мы благодарим Аллаха Субхану ва Тааля,
Он благодарит нас. Поэтому говорит: «Аллахумма вайджа'альна миналь муташаккирин». Сделай нас из тех, которые благодарят Тебя постоянно, восхваляют Тебя постоянно, да? Потому что за наш шукр Аллах как шукр, как благодарность прощает нас в чем-то, благословляет нас. И Аллах сравнил благодарность с зикром, с воспоминанием Аллаха субхану ва тааля, с восхвалением Аллаха субхану ва тааля. То есть, когда мы говорим «Аллахума шукран», нашкурука, да, Всевышний Аллах, спасибо тебе, да, то это сравнивается с восхвалением Аллаха субхану ва тааля, с зикром. Например, в Коране Аллах субхану ва тааля, сура Бакара, 152 аяте, говорит: «Бисмилляхи рахмани рахим, фазкуруни азкуркум, вашкурули валя такфурун». То есть, и вспоминайте, то есть восхваляйте меня, и я буду вспоминать вас. И благодарите меня, и не будьте неверующими. Потому что только верующий от всего сердца, и это проявляется на языке, он восхваляет Аллаха субхану ва тааля, именно благодарит Его за все, что есть на сегодняшний день у нас, да, у каждого. То есть я приведу пример. Мы когда кушаем, допустим, да, когда покушали, что мы говорим по сунне? Мы говорим: «Альхамду лилляхи ллади ат'амана ва сакана ва джа'альна миналь муслимин», да? То есть дуа. Это очень глубоко, на самом деле, очень глубокая дуа, молитва, где мы говорим: «Слава тебе, Аллах субхану ва тааля, за то, что ты накормил нас, дал нам пропитание, напоил нас и сделал нас из числа верующих». Это есть благодарность, аш-шукур. И это одновременно аз-зикр, восхваление. Почему? Потому что, вот, может, кто из вас смотрит современные фильмы, в некоторых американских фильмах, они, когда садятся за стол, они начинают сначала молиться. Они читают «Отче наш» молитву. Она звучит примерно так, что мы благодарны Тебе, Господи, за хлеб насущный, который Ты дал нам, да? Вы понимаете? То есть то же самое благодарение, потому что они ахль китаб, один источник. То есть благословение, когда мы восхваляем Аллаха субхану ва тааля, получаем благословение Его. И «Альхамду лилляхи ллади», везде мы говорим «Альхамдулилля», слава Аллаху, слава Аллаху. То есть это шукр, это благодарность. «Альхамдулилля» одновременно как благодарность. То есть за что мы благодарим? «Альхамдулилля», слава Аллаху, или «Шукр лилля», спасибо, благодарность Аллаху за то, что Он дал нам зрение, за то, что дал нам слух, за то, что мы все сегодня сидим здесь, в здоровом теле, здоровье, за то, что дал нам питание, одежду, детей, рызк, да, все, за все мы должны быть благодарны. В этом проявляется вера. А благодарность Аллаху субхану ва тааля – это есть проявление довольства Всевышним Аллаху субхану ва тааля. То, что у вас есть сейчас, то, что вы довольны Его милостью, то, что вы довольны Его предписанным. Када валь кадар. Неверующие, те, кто не верят в Аллаха субхану ва тааля, они не благодарят Аллаха субхану ва тааля, так как они не веруют в Него. Кого они благодарят? Они могут благодарить, допустим, напрямую сразу, да, благодарить такое же созданное, как они. То есть благодаря вот этому человеку, благодаря нашему труду, допустим, да, как во времена Советского Союза, я помню, во времена атеизма лозунг был: кто создал человека, человека создал труд. Примерно так, да? Вот. И поэтому, конечно, те, кто не верует, они не восхваляют Аллаха субхану ва тааля и не благодарят Его. И в Коране Аллах субхану ва тааля говорит, что «фазкуруни», да? То есть вспоминайте, восхваляя меня, да? «Азкуркум», и я вас буду вспоминать. То есть мы живые перед Аллахом субхану ва тааля, потому что мы вспоминаем Его, восхваляя за еду, за здоровье и так далее, за все, что дает Аллах субхану ва тааля. Мы Его восхваляем, и Ему говорим шукр. И это одновременно, то есть благодарность Аллаху субхану ва тааля, это есть проявление довольства Всевышним Аллаху субхану ва тааля, потому что мы вспоминаем Его, восхваляя за еду, за здоровье и так далее, за все, что дает Аллах субхану ва тааля. Мы Его восхваляем, и мы говорим шукр.
И он говорит, и он будет вспоминать нас. Те, кто не вспоминает Аллах Субхану ва Тааля, неверующие, он о них тоже забывает. Он не вспоминает о них. И, конечно, я хочу отметить такой момент, конечно, это не значит, что мы не должны благодарить людей, как мусульмане, через которых Аллах Субхану ва Тааля дает нам определенные блага. То есть они являются причиной. Потому что на это есть конкретный далиль. Это хадис нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Ман ла яшкурун наса, ла яшкуруллах». Да? Тот, кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллах Субхану ва Тааля. То есть, естественно, мы должны говорить благодарности людям. Но мы знаем, что люди являются всего лишь причиной, через что, через кого Аллах Субхану ва Тааля дал нам определенные блага. Вот. Поэтому мы благодарим и людей как причину. Мы также вспоминаем за то, что часто Аллах Субхану ва Тааля через восхваление, благодарение, при этом проявляется именно наша вера. И Аллах Субхану ва Тааля нам обещал, что Он вспомнит нас. Именно что такое вспомнить нас? Первое – это вести по прямому пути. Тот, кто восхваляет, вспоминает Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля, он того вспоминает, ведя по прямому пути. А также в судный день. Потому что сказано, что Аллах Субхану ва Тааля забыл о тех, кто не верует, до судного дня. Поэтому мы говорим так: Аллах Субхану ва Тааля – это сунна Аллаха, испытание на этой земле. Если к вам приходит испытание, значит Аллах Субхану ва Тааля не забыл нас. Если приходит сильные испытания, значит Аллах Субхану ва Тааля любит нас. Если не приходит никаких испытаний на земле, то это повод уже задуматься. Потому что, возможно, вы делаете что-то не так или что-то не то. Потому что если Аллах Та'аля любит человека, Он приближает его, приближает через испытания. И в Коране Аллах Субхану в сурату Имран, бисмиллахи рахмани рахим, говорит: «Ва санаджзиль шакирин», да? То есть и мы вознаградим благодарных именно, да? То есть неверующие, они не вспоминают, как я говорил уже, об Аллаху Субхану ва Тааля, и Он забыл о них в судный день и вспомнит их при расчете их дел. И это самое страшное, так как большинство людей, они неблагодарны, мы сегодня видим, неблагодарны. И из-за испытаний иногда славой, богатством, иногда человек он проявляет свою благодарность, когда хорошо. Но когда плохо, он не проявляет благодарности и ищет спасения не в Аллахе Субхану ва Тааля, а в другом. Некоторые наоборот. Когда тяжело, они наоборот вспоминают Аллаха Субхану ва Тааля, приближаясь. Но как только становится хорошо, они забывают Аллаха Субхану ва Тааля или приписывают все другим людям, да, или другим объектам. Поэтому в Коране Аллах Субхану ва Тааля в сурату Саба в 13 аяте говорит: бисмиллахи рахмани рахим, «Ва калилюм мин ибади шукуру». И мало из моих рабов тех людей, то есть из людей, кто проявляет благодарность. И на это есть хадис, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ат-та'иму шакиру биманзиляти са'иму сабиру», да? То есть тот, кто благодарит, благодарящий за пропитание Аллаха Субхану ва Тааля, когда мы кушаем, когда благодарит, он имеет такую же степень, как тот, кто держит орозо, проявляет терпение. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, в хадисе указано такой термин, такое слово, как хаммадун. Хаммадун, да? Это как аллазина яшкурун, те, которые выражают благодарность Аллаху Субхану ва Тааля аля кулли халь, то есть в любой ситуации, в любом положении, в любых случаях. Так как когда иногда у нас, как я уже говорил, когда нам хорошо, то некоторые люди, они забывают благодарить Аллаха Субхану ва Тааля.
когда, допустим, плохо, тоже не благодарят Аллаху Субхану ва Тааля, да? Вот. И именно кому Аллах Субхану ва Тааля дает понимание, мудрость вещей или событий, допустим, именно понимаются вещи знаниями и сердцем, через сердце, да? Знание, сердце имеет знания определенные, да? То есть Аллах Субхану ва Тааля может дать кому-то из вас знания сердцем, да? Или через разум, то также, чтобы тот человек мог видеть вещи в гармонии. Ведь мы видим как есть все, но есть люди, у которых очень высокая дараджа имана, которые могут видеть гармонию этого бытия, да? То есть то, что происходит, все, что происходит, они видят в этом знаке Аллаха Субхану ва Тааля, его мудрость. И в создании небес, допустим, звезд, баланс, допустим, в природе, да, или баланс и гармонию в событиях, которые происходят, да, вокруг них. То есть они видят символы, они понимают величие Аллаха Субхану ва Тааля и красоту Аллаха Субхану ва Тааля через творение, через махлюк. Как мы можем понять Аллаха Субхану ва Тааля, увидеть красоту Аллаха Субхану ва Тааля? Через махлюк. Да? То есть наши взоры не постигают Аллаха Субхану ва Тааля, да? Но Он постигает наши взоры, и мы можем видеть мудрость, великолепие Аллаха Субхану ва Тааля через созданные вещи и через события, да, которые происходят вокруг нас. И человек, он благодарит в этом случае, да, и восхваляет, и восхищается творениями Аллаха Субхану ва Тааля, да. То есть поэтому не сравнится тот, кто знает, и кто не знает. Это две разные вещи, да? Потому что незнающие не сравнится, и они перед Аллахом имеют разные дараджа. Понимаете? Но знания бывают чисто логически, по уму, а есть знания сердцем. Да? Вот. И поэтому ученые сегодня в Европе, в Америке, знаменитые ученые, которые принимают ислам, потому что они видят другим глазом, да, я имею в виду с глазом знаний, да, и Аллах Та'аля дает им через эти понимания, дает им хидая, прямой путь. То есть такие, как Жан-Ив Кусто, слышали, да? Другие ученые есть знаменитые. То есть поэтому благодарение и восхваление Аллаха Субхану ва Тааля за испытание и за то, что Он прощающий, да, мы восхваляем и говорим Аллаху Субхану ва Тааля шукур, да, за то, что Он прощающий, ат-таваб. Второе, то, что Он ас-сабур, Он терпеливый к нашим грехам. Он милосердный, ар-рахман ар-рахим. Поэтому верующие, они восхваляют словами «Альхамдулилля», то есть благодарят Аллаху Субхану ва Тааля во всех положениях, во всех случаях, да? И даже когда мы спрашиваем друг друга, говорим, как дела, а верующие как отвечают? Альхамдулилля. Все слава Аллаху, да? Все хорошо. Мы благодарны Ему. Мы благодарны тем, что у нас есть, и то, что у нас будет. Это есть сифаты, да? Признаки верующего. И благодарение, шукр, мы благодарим также за те ни'ма, да? Это благосостояние, которое Аллах Субхану ва Тааля дает. Какие? Это аззауджа салиха, да? То есть жена, праведная жена, праведные дети. То, что Аллах Та'аля дает. Имущество, которое пришло путем халала, да? А также долгая жизнь. Потому что есть хадис нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Авдалю саадати тулюль умри фи таати Аллахи Та'аля». То есть одно из лучших счастий на земле, потому что на земле тоже есть радость, да? Из радости и счастья на земле является долгая жизнь в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. То есть человек до 90, до 80, до 100 может жить в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Это одна из счастливейших жизней, да? Одна из радостей, да, можно сказать. То есть имущество, дети, семья, допустим, это все
хорошо, это ниам, да, называется, то, что Аллах Та'ала нам дает, но в том случае, если все это мы любим не напрямую, а через призму Аллаха Субхану ва Тааля, то есть ради Аллаха Субхану ва Тааля. Чем отличается любовь верующего и неверующего к ближайшей жизни? Верующий любит своих родителей, своих семью, свою жену, своих детей через призму любви к Аллаху Субхану ва Тааля, ради Аллаха Субхану ва Тааля, через призму Всевышнего. То есть его вечная любовь, она отдается вечному. Вечная любовь, человек не вечен, а любовь, душа вечная. И у этой души есть вечная любовь, любовь к вечности. Мы ее должны отдавать адресату, то есть адресату поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Но неверующий проблема, когда свою любовь, которая создана для Аллаха Субхану ва Тааля, для вечного, когда он напрямую отдает не вечному, а такому же созданному, как он, то он обречен на тоску, великую тоску, потому что он знает, что он умрет, или он теряет своих близких, навсегда он думает. Он мучается, потому что любовь к невечному, она обречена на провал, потому что все невечное, оно уходит. И поэтому в Коране Аллах Субхану ва Тааля, сурату Тагабин, в 15 аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннама амвалукум ва авладукумуль фитна», да? То есть поистине ваше имущество, ваши дети являются испытанием для вас, чтобы они не сбились с дороги, да? Вот. За что мы благодарим Аллаха Субхану ва Тааля даже в беде? Почему мы, мусульмане, благодарим Аллаха Субхану ва Тааля, даже когда к нам приходит баля, да? Испытания? Зато, даже после совершения греха, если за то, что Он спас нас от еще большей беды в ахира. То есть, когда мы совершаем грех, и после этого приходит испытание, то мы благодарим Аллаха Субхану ва Тааля за то, что Он спас нас от более большой беды, которая нас ждала бы в ахира. На то есть, то есть испытания, проходя испытания, трудности, болезни, беды в этой жизни, Аллах Субхану ва Тааля нас очищает, да, чтобы ввести под свою милость. На это есть конкретный хадис, где наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Инналь абда иза азнаба замбан фаасабатху шиддату ау балаун фид дунья фаллаху акраму мин ан юаззабаху бихи саниян». Да? Если раб, человек, верующий, да, совершил какой-то грех, и сразу же после греха, сразу же после этого попал в какую-то беду, в аварию, какую-то другую трудность, да, или испытание в этой жизни, то Аллах, благородный, милосердный, наказывает его только один раз в этой жизни, и не будет ему наказания в ахира. Поэтому те же, допустим, испытания для верующих и неверующих, у них разная суть. Те же испытания, они приходят, а суть разная совсем. Допустим, для верующего, то здесь может быть в испытаниях наказание. Наказание именно и в этой, и в другой жизни. Потому что в Коране указывается, что некоторые получают, те, кто зульм делают, несправедливость, неверующие, да, сильный зульм, и им наказание, говорится, и в этой, и в другой жизни. То есть в обеих мирах наказание. И в этом как бы проявляется, и потом уже в ахира, уже вечное наказание. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ад-дунья сиджну ли му'мин, ва джаннату лиль кафир», да, аль-кафир. Жизнь, она, то есть, как бы является тюрьмой
или клеткой, это жизнь ближайшая для верующего человека. И она является раем для неверующего. Поэтому здесь мы проходим временное испытание, чтобы мы не обольщались ближайшей жизнью. Потому что это всего лишь хаяту дунья, валь ахирату хайру ва абка. И жизнь загробная, жизнь после смерти, она вечная, и она лучше, чем эта жизнь. И если Аллах хочет кому-то из своих, допустим, рабов благо в вечной жизни, то Он дает ему испытания, обязательно дает испытания, но по возможности, сколько он сможет понести. Вот. Есть хадис, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза арад Аллаха би абдин хейран, аджаля лаху укубата замбихи фид дунья». Если Аллах субхану ва тааля хочет своему рабу, верующему рабу блага, то он заранее уже в этой жизни убыстряет, то есть ему наказание уже в этой жизни за его совершенные грехи или грех. Когда мы проходим какие-то грехи, то после этого, даже очищаясь, будучи мусульманами, на нас сыплются иногда какие-то испытания. То знайте, что это не есть недовольство Аллаха. Возможно, это очищение от всех грехов, чтобы ввести сразу в сень милости Аллаха субхану ва тааля. Поэтому, когда мы совершаем совершили грехи, то мы делаем тауба. Это чистосердечное должно быть, да, что вы никогда не совершите этот грех. И должны быть уверены обязательно, что Аллах субхану ва тааля простил вам этот грех. Якин должен быть, да, что Аллах Та'аля прощающий, Он простил после тауба. Но потом вдруг начинается беда, то это и есть процесс очищения. Это значит, Аллах субхану ва тааля, наоборот, мы должны быть что Ему? Благодарны. И поэтому верующий человек, он благодарен Аллаху субхану ва тааля во всех положениях. И даже в испытании. И мы просим Аллаха субхану ва тааля дать нам благ, хасанат, хороших дел на этом и на том свете. Потому что все, что Аллах Та'аля дает, мы должны за это благодарить и в этой жизни. Миналь хайрат, да, из хороших благ. Поэтому у нас есть дуа. Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабан нар. И я завершил и могу, давайте сделаем дуа. Сегодня вот мы в последний путь проводили, джаназа читали нашему уважаемому первому муфтию, экс-муфтию, шейху Кимсамбай Аджи. Это очень легендарная личность в плане того, что он стоял у истоков образования вот муфтията, был первым казы был, да, сначала, потом муфтием, а также возглавлял, единственный вот из кыргызов возглавлял медресе в Советском Союзе, было единственное медресе, Мир Араб в Бухаре, и он был ректором медресе. И также был преподавателем медресе. И я его знал с 92-го года, когда вот только мы в мечеть пришли, в центральную мечеть, это называлась татарская мечеть еще. Потому что кыргыздар почти не было. В основном в возрасте были ахсакалы, татары, узбеки, уйгуры, да, поэтому татарская называлась. И он вот увидел его там, он был еще казы, потом он уже стал муфтием Кыргызстана. Вот. Был очень-очень простой, очень скромный человек, очень добрый, порядочный очень, да. Ну, этим все сказано. Потому что нам сегодня не хватает, это хуснуль хулюк, хороший нрав. И он был из тех, кто был и имел определенный нрав. Его любили за нрав. И 2 года назад, или год назад, я был на конференции в Алмате, и там был преподаватель из Мира Араба, медресе с Узбекистана. И он спросил про Кимсамбай Аджи. Я сказал, конечно, я его знаю, вот так и так, он сейчас чуть болеет, да, вот. Он закончил Иорданский университет,
я там же учился, в этот же факультет иорданский, тот же самый специальность, и те же самые учителя были. Они сейчас уже давно на пенсии, которые застали еще Ким Самбай Аджи. И вот он мне, учитель этот, рассказал одну историю. Он говорит, между нами, я расскажу такую историю. Говорит, когда мы учились в медресе, Ким Самбай Аджи был директором медресе, и мы его очень уважали, любили. Он очень был порядочный, скромный, как человек, очень-очень такой вот, да, терпеливый. И один раз, говорит, мы заметили, что ночью вот, кто-то моет наши туалеты. И мы думали, кто-то из нас, никто не оказался. Утром на фаджр встаем, чтобы дарат делать, уже все помыто. И мы начали следить. И мы увидели, говорит, в 3 часа ночи ректор медресе Мир Араба Ким Самбай Аджи сам лично это все чистил, мыл. И мы не стали, ему сказали, что он, говорит, нас очень попросил никому не говорить, да, это. Вот это пример алыма ахира. Есть уляма алымы, ученые, есть алимуль ахира, есть алимуль дунья. То есть ученые ахирета и есть ученые дунья, да. Я имею в виду, из молдолар тоже разные есть, да. И вот Ким Самбай Аджи являлся алимум ахира, да. То есть почему? Потому что он боролся со своим нафсом. Ректор медресе Мир Араб, он являлся преподавателем и являлся в то время ректором медресе, когда у него учились самые первые муфти. То есть сегодня муфти Татарстана, Башкортостана, Российской Федерации, Северного Кавказа, Чечни, Ахмад Кадыров, да, отец Рамадана Кадырова, они все его знают, они все его ученики. То есть они учились в то время, когда он был ректором медресе. То есть это легендарная личность, да. И вот этот очень большой ученый, который является, как бы сказать, нам должен быть примером для хуснуль хулюк, да. Вот кто из нас сегодня, из ученых, пойдет сейчас вот это делать, да, чтобы бороться со своим нафсом? Это очень редко, это очень большие алымы делают, понимаете? Поэтому вот сейчас сделаем дуа, если все, за Ким Самбай Аджи, да? Хорошо? Вот, амин. Аллахума, иджаль Аллахума, хазихи Аллахума. Ким Самбай Аджи, гфир лаху, вархамху, вадхилху тахта рахматак, иля джаннатак фирдаус, аля макам, Аллахума улия, фаиннака анта архамур рахимин бирах. Пусть Аллах Таала даст джаннат берсин.